Вяртаемся ў нашу студыю. Ужо тут з'явіўся наш наступны госць Дмітрий Кудзелевіч. 20 гадоў вы аддалі працы на Беларусь-Калій і вымушаныя былі з'ехаць у выніку пасля вось гэтых забастовак, якія адбыліся тады адразу пасля выбараў. Можаце зараз крышачку вашай гісторыі распавесці, чаму вы аказаліся ў выніку ў Польшы, як гэта адбылося? Ну, я хотел бы немножко затронуть предыстории. Дело в том, что на сегодняшний день мне 48 лет, 20 лет, как вы упомянули, я действительно проработал на дальнем предприятии. Пришел я туда, как, если так можно выразиться, по следующей причине. У меня погиб там отец. И я посчитал необходимым продолжить, так скажем, вот эту вот семейную, так скажем, профессиональную традицию. С первого дня я увидел, там настолько шахтеров, рабочих, как говорится, не уважают именно руководство, не видят в них просто людей. И я неоднократно, периодически за время своей карьеры, при разных обстоятельствах, и на работе, и в неформальной какой-то обстановке, всегда задавал вопрос: ребята, если вам кажется, что вас не уважают, не стоит ли обратить на себя внимание, правильно ли мы живем? Почему мы не отстаиваем свои интересы? То есть вот это вот, как говорится, протестное настроение, оно у меня уже было, как говорится, с самых первых дней. Когда когда произошли у нас выборы 9 августа, я знал точно, что мне нужно делать. Это, мое решение, моя позиция, как я уже сказал, были уже, как говорится, готовы задолго до этого. То, что происходило у нас в стране последних 26 лет, это все было, как говорится, у меня на виду. І мы побачили вось гэтыя тысячы таксама вашых калегаў, якія выйшлі тады пасля выбараў на плошчы. Мы бачылі вашага кіраўніка Беларусь-Калія, які стаяў разгублена, не ведаў, што сказаць людзям. Вы знаете, катализатором тех событий было следующее обстоятельство. Ведь вы помните, после 9 числа, какие на улицах были жестокие избиения, как власть кровавым способом расправлялась с несогласными. Шахтерские дети в большом своем, как говорится, в большом количестве учатся именно в минских вузах. И мы знаем, насколько студенчество вообще как активно, как социальный слой. Студенты также участвовали в этих протестах, в этих митингах, в шествиях. Вот. И это же все были дети шахтеров. Более того, в Солигорске, так же, как и в других городах, в эти дни бесчинствовал ОМОН. И вот именно физические страдания и душевная, моральная боль родителей за детей своих, вот это стало, как говорится, катализатором, детонацией к вот этому массовому выходу. Да, действительно, 14 августа собралось несколько тысяч жителей города Солигорска, было очень большое количество скопления народа, как я сейчас помню. И да, действительно призвали к ответу генерального директора. Но его призвали не потому, что он генеральный директор, и со 100 тысяч 20 работает на предприятии Беларусь-Калій, а потому что он член Палаты представителей, если я не ошибаюсь. Да. То есть это государственное лицо, то есть, которое имеет, как говорится... Чиновник. Да. И, значит, именно в этот день был поставлен ультиматум, что с понедельника, это было 14 числа, что с понедельника, 17, если не будут выполнены 3 наших самых важных, общих, общенародных, я бы сказал, всенародных наших требования, это аннулирование фальсифицированных результатов, да. Вось гэтыя кадры, да рэчы, нашыя гледачы зараз гэта бачаць. Прабачце, я вас перарваў, працягвайце, калі ласка. Вот, да. Значит, прекращение насилия и призвать к ответу виновных, то есть справедливый честный суд. В понедельник, 17 числа, они были не выполнены, и Беларусь-Калій объявил о начале забастовки. Вы не представляете, мне действительно, как говорится, было очень эмоционально, значит, видеть, какое количество рабочих, значит, единомышленников собралось вокруг вот этой единой цели, да.
задача. Але чаму ў выніку гэта не спрацавала? Тады да нас даходзіла інфармацыя такая, што там спынілася там трэцяе хіба што рудаўпраўленне, так, там спыняліся нейкія вось частка як бы Беларускалію спынялася, але ў выніку нічога не адбылося. Нават былі арыштаваныя людзі патрапілі ў турму, але эта забастоўка скончылася, па сутнасці так і не дамаглася сваіх патрабаванняў у выніку. Ну, У надо вас есть сказать, тлумачэнне вось гэтаму? ну, я скажу так. С моей точки зрения, во-первых, власть ведь не бездействовала. Начались аресты лидеров. То есть, значит, это первое. Второе, надо, конечно, признаться, что опыта у нас в этом забастовочном движении не было. Поэтому были ошибки. Одной из ошибок, ну я так считаю во всяком случае, это то, что не до конца, так сказать, убедили людей, что, ну, о наших дальнейших планах. То есть, ну, понимаете, на сегодняшний день у нас последний раз шахтеры выходили на протесты 20 лет назад. Вот именно с 91 по 2000 год шахтеры трижды ходили в Минск. Трижды ходили в Минск. То есть акции протеста, я имею в виду пешие вот эти вот походы были трижды. А 20 лет, а это целое поколение, как вы понимаете, не было никаких ни митингов, ни протестов, никаких публичных заявлений со стороны рабочего класса. Поэтому, ну, я и про себя в том числе говорю. Опыта у нас не было. И генетически, как я сказал, ну, к сожалению, мы были не готовы. Ці гэта вось не ёсць прычынай таго, што сёння таксама нічога па сутнасці на Беларускаліі не адбываецца. Мы не чуем нічога з Беларускаліі. Вось Азот там выходзяць у нейкіх цэхах, у МТЗ там мы бачым прынамсі некалькі людзей выйшла, але з Беларускаліі ніякіх навінаў не прыходзіць, што там забастоўка. Вы знаете, к сожалению, да, действительно, ожидания не оправдались. Вместо того, я всегда считал, что шахтеры это наиболее прогрессивная, наиболее революционная, так сказать, часть трудового населения. Тяжелый труд, опасность, ну вот как бы вот эти вот факторы, наоборот, должны были людей сплотить, как говорится, и уметь, научить, так сказать, способствовать, уметь добиваться своих целей. Но этого мы не увидели. Значит, какие причины, на мой взгляд? Это банально страх потерять стабильную заработную плату. Почему-то людям, еще недавно пережившим, как говорится, ужас этот, в котором они признавались, сегодня это не является, как говорится, аргументом. Вот. Хотя, ну да, цена свободы, цена, как говорится, перемен всегда высока. Мы здесь не в шутки шутим, мы здесь, как говорится, боремся с властью, то есть это и силовой аппарат, и вот. Поэтому на это нужен дух, действительно, нужно чем-то заплатить, возможно, свободой, не только материально. Может, люди уже сейчас, как говорится, платят своим здоровьем, а смерти, которая почти 10 человек, 7 человек, если я не ошибаюсь, на сегодня только официально заявлено, да. Поэтому, ну почему, еще один момент, ну есть, конечно, нельзя сказать это про всех шахтеров, на сегодняшний день, вот за сегодня 5 человек, лично знаю двоих из них, значит, один из них инженер, кстати, это люди, те, которые сегодня публично заявили о том, что присоединяются к стачке и оставили место работы. Месца працы. Ну, мы чуем пра вось такія адзінкавыя выпадкі, калі, напрыклад, прыковваюць сябе там кайданкамі ўнізе ў шахце, адмаўляюцца выходзіць на паверхню. Ведаем пра гэтыя адзінкавыя выпадкі. Як вы думаеце, што б магло стацца вось такім каталізатарам другі раз вось такога масавага выйсця шахцёраў, як тады мы бачылі вось гэтыя тысячы, плюс таксама памятаем, што менавіта на Беларускаліі сабралі 6 тысячаў подпісаў цягам 2 дзён толькі сабралі 6 тысяч подпісаў супрацоўнікаў Беларускалія супраць вось гэтага гвалта, фальсіфікацыі выбараў, таго, што адбывалася. Гэта, ну, проста аграменная лічба людзей, якія падпісаліся. То бок, умоўна, яны ўсё ж такі прыхільнікі пэўных пераменаў. Яны заўважылі, што штосьці ў краіне не так. Але што б магло іх прымусіць зноў выйсці?
По этому поводу у меня есть однозначная четкая позиция. На сегодняшний день люди, и они это открытым текстом заявляют, хотят видеть лидера. В контексте того, что мы сейчас обсуждаем, лидером должен, обязан выступить независимый профсоюз горняков. Это официальная организация, это юридическое лицо, это авторитетная организация. Ей, если не ошибаюсь, почти 30 лет. Люди знают. Третья часть, 30% работников ООО «Беларусь-Калий» являются членом независимого профсоюза. Надо, чтобы независимый профсоюз активнее включался в наше протестное движение. На сегодняшний день есть некоторые, ну так сказать, ну не то чтобы разногласия, принципиальных нет, но... Чаму гэты прафсаюз не ўключаецца? Ёсць нейкая прычына, чаму яны не ўключаюцца ў вось гэты працэс? Чаму яны не хочуць зрабіць публічнай заявы, што так, мы, напрыклад, далучаемся да гэтага страйку? Ну, знаете, я мог бы... Ну, я не могу брать ответственность, чтобы утвердительно ответить на ваш вопрос. Поэтому я так не скажу. Але Почему именно? з іншага боку таксама вы ж ведаеце, што ўсе лідары, якія паўстаюць у Беларусі, яны раней ці пазней аказваюцца за кратамі. Паглядзіце на кандыдатаў у прэзідэнты ў Беларусі, ну, усе, хто пайшоў супраць Александра Лукашэнкі і сапраўды гатовы быў там ісці до конца, яны ўсе альбо сёння за мяжой, альбо за кратамі. Вы знаете, мы сейчас как раз только об этом и говорим. Мы не называем лицо. У нас на сегодняшний день председатель независимого профсоюза горняков Захаров. Мы не называем, мы не к нему лично обращаемся, а мы обращаемся в независимый профсоюз горняков. Это организация. Ее арестовать невозможно, понимаете? Это не физическое лицо. Поэтому лидером должна выступить организация, я подчеркиваю. И именно вот независимый профсоюз горняков. У нас на них надежда. Давайте яшчэ вось пра адно пытанне, таму што вы вымушаныя былі з'ехаць пасля таго пратэсту, які адбываўся тады адразу пасля выбараў. Распавядзіце пра свой лёс. Можа, гэта таксама стане для вашых калегаў з Беларусь-Калія нейкім прыкладам. Вось зараз вы тут. Вам хтосьці дапамагаў нейкім чынам вас, таму што шмат ёсць фондаў, якія зараз нібыта дапамагаюць, але ці працуе гэта ўсё? Да, действительно, это все работает. Я вам хочу сказать, что с самого первого дня, как мне удалось только пересечь границу, и я оказался в чужой стране, ну, в другой стране, не в чужой стране, а в другой стране, это была Украина, первое государство, я был без средств к существованию, без связи. Тем не менее, сейчас настолько, как сказать, информативно развит мир, что стоило было только включиться, как говорится, вот в телевизор обычно, да, я сразу увидел, ну, сама информация, так сказать, пришла ко мне, я сразу понял, к кому можно обратиться. Цепочкой меня вывело на один из фондов. И их несколько мне на сегодняшний день известно, которые оказывают реальную помощь. Это, как я говорил, BuySol, это BuyHelp, это BuyHelp, BuySol. Ну, гэта рабочым асноўныя. Тут у Польшы яшчэ ёсць два фонды. Это фонд беларускай солідарнасці, які оказывае так падтрымку. Фонд, действительно, белорусской солидарности, белорусский дом. Белорусский дом у Варшаве. Масса организаций, масса честные люди, масса платформ, инициатив, фондов, которые оказывают реальную помощь, материальную, юридическую. По первому звонку вы набираете номер телефона, говорите, что у вас есть проблема, у вас связывают с юристом. Юрист вам досконально рассказывает, объясняет ваши действия, отвечает на ваши... Нет, помощь действительно есть. В этом не нужно абсолютно сомневаться. Это на самом деле работает. Причем, даже удивительно, как... Есть нарекания, я неоднократно слышал, что там какое-то время потребуется на вот эти вот все дела. Это жизнь, как говорится. Мы же понимаем, что все имеет свой... Апошняе пытанне да вас, паколькі ў нас у Беларусі сёння абвешчаны вось гэты Святлана Ціханаўская апошні дзень агульнанацыянальнага вось гэтай ультыматуму. Сёння пачаліся страйкі, шмат на якіх прадпрыемстваў. Вы маеце магчымасць звярнуцца да вашых былых калегаў па Беларусь-Каліі. Вось
калі б вы хацелі штосьці ім сказаць, каб шмат хто пачуў, што б вы ім сёння сказалі? Я бы хотел бы обратиться ко всем тем, кто меня помнит, кто меня знает, с кем я проработал 20 лет вместе. Парни, я вас так хорошо знаю. Я вас знаю поименно, и знаю все ваши чаяния, и ваши страхи знаю. И ведь мы с вами неоднократно говорили о том, что нас многое в этой жизни от этой власти не устраивает. И мы даже мечтали с вами о лучшей жизни. И вот, сегодня у нас, нам выпал шанс. Судьба нам предоставила возможность изменить в лучшую сторону, изменить нашу с вами историю. У нас у всех с вами есть дети, у нас есть семьи. Я вам точно говорю, вы же знаете, что я кроме того, что работал с вами в шахте, я очень много путешествовал. И я вас всегда убеждал, что мир живет совершенно иначе. Молодежь об этом знает. Поэтому я вас призываю, будьте солидарны. Да, действительно, вполне возможно, что может и надо, придется пострадать. Ну да, это такова, как говорится, цена высокая. Но это стоит того. Это история. Вот она, нашими руками сегодня прямо. Наберитесь духа. Сделайте шаг вперед. Я вам точно говорю, что мы будем жить лучше, и не бойтесь. Если вы беспокоитесь за свои судьбы, за судьбы своих семей, все будет правильно. Сегодня изменился наш белорусский народ. Все изменились. Шахтеры, я вас прошу, не подведите. Есть время, не поздно. Дзякуй вам вялікі за гэты зварот. Гэта быў Дмітрый Кудзелевіч, былы супрацоўнік Беларуськалію, інжынер, які прапрацаваў 20 гадоў на гэтым прадпрыемстве. Дзякуй вам таксама за гэтую размову.